Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға күн сәтті болсын деп тілеймін. Менің есімім Ләззат болады. Бүгін кезекті кездесу, жалпы жаңағы Диас біздің айтып кеткендей, сіздердің сұрақтарыңыз бар, ұсыныстарыңыз бар. Соның барлығын талқылап алсақ, жобалар бойынша сұрақтар бар шығар. Өздеріңізді бірінші таныстырып, микрофондарыңызды қосып, қай өңірден, қай мекеменің өкілі боласыздар, бірге танысып алайық, ақылдасып алайық дегендей. Барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Көңіл уақыттарыңызды бөліп отырғандарыңызға сіздерге мың алғыс. Бірінші Сапура ханым қолын көтеріп отыр. Онда сізге сөз. Сапура ханым, мен естіліп тұрмын ба? Столкновенно, хорошо вас слышно, а у Сапура ханым микрофон выключен. Ол кісінің, по-моему, Сапура ханым, сіз микрофоныңызды қоссаңыз. Естімін. Қостым. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Рахмет, что вы такую встречу организовали. Мы уже очень долго ждали. Я просто случайно кеше вот упала вот это сообщение, соған бәріміз қуанып, быстренько решили к вам подключиться. Есімім Сапура. Я являюсь представителем общественного объединения больных инвалидов рассеянным склерозом по городу Астана. Вот. У меня, знаете, несколько вопросов. Я даже пыталась вам написать письмо, но не знала, куда. Потом от ваша секретарь или кто-то мне в какой-то нерабочий день позвонила. Я передала свои пожелания, но, возможно, она их передала. Я надеюсь на это, что она передала. У меня вот такой вопрос. Смотрите, в нашей организации, вот, ну, в смысле больных рассеянным склерозом, у нас есть такой препарат. Просто я вам не буду долго говорить, мы писали письмо в министерство по поводу препарата Мавенклад Кладрибин. Вот. Министерство, вы имеете в виду Министерство здравоохранения, да? Министерство здравоохранения мы писали это письмо. Еще раз, как препарат? Мавенклад МНН Кладрибин. Это торговое название и его международное непатентованное название Кладрибин. Вот сейчас нам его дали из местного бюджета, решили вопрос, на 4 человека нам дали. Вот в этом году там долго решался этот вопрос. Местный бюджет вы, получается, в Астане или в каком регионе? В Астане, мы в Астане. То есть местный бюджет города Астаны. Да, местный бюджет города Астаны. Вот нам дали в этом году, да, удовлетворили на 4 человека. Вот. И вот теперь у нас такой вопрос, мы уже давно, ну, как бы говорим про этот препарат. И вот сейчас я перед тем, как с вами подключиться к вам, я разговаривала с Министерством здравоохранения. Они тоже написали вам письмо, вот, я извиняюсь, они что-то не скинули это письмо, номер бы я бы вам сказала, где они просят тоже, обращаются в этот фонд Казахстан Халкомар, чтобы ну, как бы вот закупили этот препарат. Я еще почему это говорю, потому что у нас вот есть еще 2 препарата, которые я сейчас назову. Один из них называется Каендра, МНН Сипонимод. А второй препарат называется Бонспри, МНН Афатутумаб. Афатумаб. Такое тяжелое название. Вот. И вот мы сами просили и писали письмо. Вот один из наших, пофамильно, Макарцов Виталий писал по этому препарату Сипонимод. Он писал где-то 3 или 4 раза к вам. Никак не отвечалось, но, видимо, из-за большого потока писем. И потом, в конце концов, после 3-го раза, кажется, или 4-го, ему написали вот так. Сапура ханым, мы вас не слышим. Наверное, из-за интернета, да?
Сапура Ханым, вы микрофон включите, пожалуйста. Вот. У меня что-то Да. отключился, я не знаю, я извиняюсь. Нет, но я понимаю, видимо, что-то с интернетом. Опять, да, что-то зависло. Отключено, посмотрите. Сапура Ханым. Сапура Ханым, микрофон включите, пожалуйста, потому что мы вас не слышим. Извиняюсь, что-то связь такая плохая, извините, пожалуйста. Да, что-то с интернетом, я думаю. Да, Макарцов написал письмо, и вот знаете, почему мы стали вот именно у вас спрашивать потом, потому что ему ответили, что, уважаемый Макарцов, ваша заявка отклонена в связи с тем, что вы, значит, должны подать свое заявление, должны подать в поликлинику, а поликлиника вместе сообщает департамент здравоохранения, они должны сделать какое-то совместное письмо и отправить его в Казахстан Халкомат. Министерство здравоохранения, вот я сейчас разговаривала с отделом департамента лекарственной политики, они тоже сказали, что ну, как бы это даже они будут вместе все это с нами делать, эти все письма. Вот. И вот тогда мы подумали, что да, действительно, может по одному не подавать, а именно, чтобы как-то это сделали совместно. Но Министерство здравоохранения, сейчас вот у вас есть это письмо, я хотела узнать по его ну, как бы результату, если вы можете на него ответить. Именно они написали письмо по Мавинкладу, чтобы его купили, именно, ну, в смысле, вот из фонда Казахстана, он действительно очень дорогой. А вот именно по препаратам сипонимод, вот этот, и который Бонс-3, то, ну, я не знаю, как это. Я просто хочу вам задать вопрос. Эти все препараты есть в казахстанском национальном формуляре. То есть их как-то можно. И потом, смотрите, мы не просим, вот у нас же не стоит вопрос, что, допустим, все больные должны получить, именно все должны дорогие препараты получать. То есть они смотрятся по состоянию человека. Вот в зависимости от его состояния назначается ему препарат. И знаете, как я еще почему, ну вот я такая патриотка, да, вот когда были в этом, когда я вот на форуме была в Москве, они тоже получают эти препараты. И знаете, я вот так гордо им прям говорила, там многие были Украина и Беларусь, которые не получают эти препараты. А я говорю, нам дают государство эти препараты, мы, получается, не отстаем. Но правда, Минфлат сказала, что вопрос решается, по сипонимоду решается. Если по несколько, вот, ну, нет, как, я не знаю, какое количество там у вас возможно, чтобы это купить, да, вот нескольким человекам, да, допустим, я не говорю там всем, вот, и тогда бы как-то был бы вопрос, ну, то есть, ну, вот сейчас вот даже люди мои, вот наши члены организации, они ждут, я говорю, вот я сегодня подсоединяюсь, говорю, вот я хочу спросить именно конкретно у заместителя этого фонда, и что, говорю, она нам скажет по ответу на это письмо, что вы можете сказать? Хорошо. Сапура Ханым, я вас попрошу, чтобы вы написали свой номер телефона вот в чат, да, потом Диас мне передаст, я выясню по этому письму, потому что у нас с Минздрава в день приходит десятками письма. И все наименования препаратов запомнить невозможно. Конечно. Я просто вам отдельно отвечу, но я хочу, чтобы вы понимали. Мы работаем по обеспечению медицинских препаратов, да, вот в виде этих лекарств и так далее. Мы работаем через управление здравоохранения. Объясню почему. В основном все, что мы завозим в Казахстан Халкана, это то, что не обеспечивается за счет государства. Это то, что не состоит в ГОМБП. Потому что гарантированный объем, который должен обеспечить государство, который это существует, да, в перечне, утвержденным приказом 75-м, там, 88-м и так далее, Министерства здравоохранения, да, это государство должно обеспечить, это обязанности государства. Есть препараты, которые очень дорогие, редкие, которые практически никогда не завозились в Казахстан,
и который очень сложно процедурно, потому что нужно выходить на завод-производитель. Часто бывает такое, что заводу-производителю в Европе, там, в Америке и так далее, да, им просто рынок Казахстана даже не интересен, потому что есть такой штучный объем. Но мы и то стараемся и через МИД, и через ВОЗ выходим, стараемся эти мосты наладить, пройти у них due diligence, потому что они тоже нас проверяют, они не работают, у них есть репутационные там риски, антикоррупционные риски, они с кем попало не работают, поэтому мы проходим все эти проверки и стараемся это в Казахстан поставить. Но, еще раз говорю, если речь идет о незарегистрированном препарате, о препарате, который не входит в перечень, утвержденный приказом по ГОМБП, обеспечение государством. То есть, раз государство включило свой перечень, утвердило, значит, местный исполнительный орган или республиканский бюджет обязаны пациента этим препаратом обеспечить. Мы работаем сверх обязательств, то есть если эти препараты не предусмотрены. Вы мне дадите это письмо, дадите телефон, потом письма можно буквально на WhatsApp закинуть, я посмотрю и дам вам обратную связь точечно. Вот. Почему мы работаем именно с управлениями здравоохранения, я вам объясню. Многие пациентские организации формируют пакет, иногда бывает неполный пакет, а потом, когда мы начинаем прорабатывать с заводом-изготовителем, это сложные препараты, где они даже хотят напрямую переговорить с лечащим врачом, который именно сделал это назначение. Понимаете? Вот такие ситуации возникают, поэтому мы заявку принимаем через УЗ, Управление здравоохранения всех регионов, 20. Первый момент. Второй момент. Далее, почему мы работаем с Управлением здравоохранения? Потому что они должны понимать, что между Министерством здравоохранения и Фондом Казахстана Халкына есть четкое разделение перечня. У нас есть свой перечень, по которому мы берем обязательства и обеспечиваем. У Министерства здравоохранения весь остальной перечень – это их обязательства. Вот. И третий момент. Все эти препараты, которые мы приобретаем, допустим, даже если речь идет об одном пациенте, мы ему приобретаем запас, ну, допустим, на полгода, да, или годовой запас. И этот запас, он должен контролироваться. Этот запас должен правильно храниться и правильно применяться. Это все должно отследить Управление здравоохранения, получая этот препарат и передавая его в ту или иную медицинскую организацию, где прикреплен пациент. То есть, так как речь идет о сложных препаратах, о сложных заболеваниях, поэтому весь процесс должен быть зафиксирован и отслеживаться Министерством здравоохранения как уполномоченным органом, управлениями здравоохранения, которые являются получателями и заказчиками этого препарата. И, естественно, они должны дальше передавать медицинское учреждение, которое должно, как говорится, применить этому пациенту адресно, точечно, именно Иванову, допустим, да, и потом они должны отчитаться, что они этот препарат применили, потому что препараты очень дорогие. То есть я вам сейчас объяснила сам бизнес-процесс, как выстроен, чтобы вы у себя понимали, именно по вот этим вот препаратам я вам отдельно на WhatsApp напишу, если вас так устроит. Если нет, просто, да, у нас этим занимается наш проектный менеджер Хон Владимир, который со всеми 20 управлениями здравоохранениями днем и ночью на связи. И у нас есть сейчас свой перечень, который мы приобрели за 2022 год. Орфанные и тяжелые заболевания мы приобрели более 130 пациентам за 2022 год на сумму свыше, сколько там, 15, да, 16? Сейчас уже 17 миллиардов тенге. То есть, понимаете, да, 17 миллиардов, если разделить на 130 человек, это очень дорогие и очень редкие препараты, которые никогда в Казахстан практически не завозились. Вот. Если у вас есть второй вопрос, давайте, если нет, и еще раз скажу, почему управление здравоохранения, да, потому что мы не можем, если есть заболевание в этом, ну, пациентов, да, там, допустим, сотня, а мы не можем только обеспечить 4, а остальным сказать до свидания. Поэтому и перечень формирует управление здравоохранения
они объем фиксируют у Министерства здравоохранения, согласовав объем, они передают заявку нам. То есть вот весь процесс, чтобы вы понимали. И многие спрашивают... Лизат, можно спрошу быстро? Да, можно конечно. быстро спрошу? Ага. Я просто, у нас такой интернет, блин, неустойчивый. Я, во-первых, отправила вам, вот ДИАСу отправила свой телефон, написала, какая наша организация. Да, да, конечно. Это первое. Смотрите, я правильно поняла, что я должна задавать, те, которые есть в АЛО, они уже есть, да, эти препараты, ну, в смысле, они должно государство обеспечить, правильно? Я все, что входит в АЛО, в ГМБП, это все обеспечивает государство, мы это не покупаем, потому что бюджет республиканский, он выделен. Да. Все, что не входит я задала вот в ГМБП, эти 3 препарата. да, все, что не входит в ГМБП, все, что не имеет регистрацию в Казахстане, это сложные процедуры, которые государственные органы не могут проделать, потому что они регламентированы и со всеми НПА закреплены. Поэтому в этот момент подключается фонд, то есть мы. Я поняла. Спасибо вам огромное. И еще я хотела задать вопрос, знаете, у нас вот кроме вот рассеянного склероза, раньше это вообще считалось как одно заболевание. Есть такая болезнь Девика. И вот у них тоже 3 препарата, да, болезнь Девика. И вот у них 3 препарата есть, которые, они включены, там долго тоже шел этот самый, ну как, вопрос решения. Сейчас они включены, эта нозология включена вот в орфанное это заболевание, редкое заболевание. Вот. Ну, именно, да, именно вот я была у них на этом, как сказать, на их конференции, именно вот покупаются эти препараты, именно тоже через ваш фонд Казахстан Халкома. Лотрализумаб, ритуксимаб, ну, азатиоприн, он российский препарат, ну, неважно, важно. Вот я про них тоже хотела узнать, как вот у нас сейчас есть одна больная, которая вот именно в Восточном Казахстане, она через местный бюджет тоже они, ну, как бы пообещали, что они ее купят или что. Там же будет пофамильно же все озвучивается. Она говорит, ура, если вот сейчас не решится, я говорю, можно, я говорю, ну тогда может быть просто, может быть поздно, понимаете, я просто хочу вам задать этот вопрос. И если, допустим, потом вы мне скажете, у меня вот все письма, уважаемая Лизат, вот они все перед вами, у меня есть это для министерства. Для фонда мы тоже писали, как я вам говорила, но просто мы адрес никак не могли, куда его отнести или что такое там. Да? У нас не обязательно ходить в фонд или там куда-то звонить. Да. Его достаточно на сайте, у нас есть электронный адрес. Все, что направляется электронной почтой, у нас по документологу попадает. Документологи у нас все фиксируется, время. Да, ну, мы вот не смогли найти, куда нам отправить. У нас прямо на сайте указан, да, ну мы сейчас, сайте, да? Вот Диасу скажу, Диас напишет адрес электронной почты. Вы в чат напишите, если можно, пожалуйста. Вот я вам, давайте напишу тогда еще свою электронную почту, можно, да? Конечно, вот вы напишите, и сейчас Диас напишет в чат адрес электронной почты. В принципе, если у вас есть скан-версии вот этих ваших писем, вы можете на электронную почту скан-версии направить. Да? Они на Министерство здравоохранения, на фонд Казахстан Халкома, но они просто тот, который не отправлен, я вам тогда, можно отправлю, да? Да, вы отправьте, да, вы просто сопроводительное какое-то письмо короткое сделайте, чтобы я понимала, что это все вместе, и к нему приложите сканы вот этих писем. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас за вот ту работу, которую вы делаете. Вы как сказать, я понимаю, да, что вот, нас много, и мы все хотим, но это может быть все равно, когда я вот побыла на том форуме и посмотрела, что мы вот не хуже других, и хочется, вот, как сказать, чтобы люди действительно получали. Это настолько, знаете, оказывается, такое большое дело для людей вы делаете. Поэтому я вам всем желаю здоровья крепкого. Я вам желаю всем успехов, чтобы, вот эти все дела мы вместе продвигали. Мы всегда готовы сотрудничать с вами, всегда. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я в свою очередь тоже хочу вас поблагодарить, потому что вести пациентскую организацию, работать со всеми пациентами, организовывать их, да, вот их боли, чаяния поднимать, это тоже непростая работа. Да. Поэтому сил вам, здоровья и терпения. Спасибо большое. Сейчас я вам отправлю. Спасибо. Хорошо. Жанибек Мырза. Сіздің қолыңызды көріп тұрмын.
Да, добрый день. Ага, саламатсызбы. Меня зовут Успанов Жанибек, я представляю пациентскую организацию «Общественное объединение трансплантированных больных УМР-ТНС». Это люди, которые мы занимаемся социализацией, реабилитацией людей, перенесших трансплантацию, пациентов на диализе, и также ведем работу по, так сказать, по популяризации донорства органов у нас в Казахстане. Я прошу прощения, можно сразу вам задам вопрос? Да. Вы, по-моему, сами, да, тоже пациент, которому трансплантацию Да. делали? Я Да. про вас смотрела сюжет, да, ну, честно говоря, я восхищена вами и смотрела прям, как вы давали интервью, рассказывали свою ситуацию. И я думала, надо же, вот человек какой молодец. А сегодня я с вами вот вижу, вот так разговариваю. Ну, Спасибо. всегда вот какая-то вот то, что кто-то когда-то видел в телевизоре, где-то помогает, конечно, донести быстро, кто ты и чего ты хочешь, и ну, помогает. Вот мы много лет уже занимаемся, вы, наверное, хорошо знаете сегодняшнюю ситуацию с трансплантацией органов у нас в Казахстане. К сожалению, знаю. идет очень такой большой регресс в этом направлении. Количество доноров уменьшается, количество пациентов в листе ожидания растет, количество выбывших из листа ожидания также растет. И поэтому наша организация занимается, ну, глобально, это, конечно же, повышение информированности населения о проблемах донорства. Мы проводим спортивные соревнования, выезжаем за рубеж, и как бы таким образом хотели бы показать преимущество трансплантации, то есть как трансплантация помогает человеку полностью социализироваться и вернуться к полноценной жизни, и также привлечь внимание населения к данной проблематике. То есть это все всегда широко освещается в СМИ, мы привлекаем внимание, чтобы человек мог немножко погрузиться в эту тему. И если ближе к делу, то в феврале месяце мы подали 2 заявки в ваш фонд, 2 заявки. Не знаю, вы видели их, не видели. Одна из них называется «Обеспечение людей, перенесших трансплантацию органов и пациентов на диализе, спортивным инвентарем для занятий спортом в домашних условиях». Это для тех наших ребят, которые, к сожалению, не имеют доступа к спортивным сооружениям для того, чтобы заниматься спортивной активностью. Мы не говорим о спорте высших достижений, там, да? Мы все-таки говорим о спортивной активности, которая помогает человеку, конечно, приобрести какую-то толерантность. Я видела, у меня были по этому, вообще, вашей заявке были ряд вопросов, потому что хорошо, что вы вышли даже на Zoom. Часто бывает такое, что в написанном тексте есть нераскрытые моменты. Часто бывает такое, что ответ мы не можем вам написать кучу вопросов, да? Поэтому даже хорошо, что вы вышли. Вот у меня лично был такой вопрос. Вы предлагаете, чтобы, вот, допустим, их сколько пациентов? Ну, примерно, я плюс-минус, я не говорю сейчас точные какие-то цифры. Ну, смотрите, это как бы пилотный проект мы предполагали, чтобы начать и охватить впоследствии уже, конечно, всех. Я просто, знаете, из вашего текста понимала так, что вот этот инвентарь, он должен передаться этим пациентам, и они будут на дому этим заниматься. Да, это для тех пациентов, потому что они не могут там куда-то ездить, да, посещать какие-то общественные места, и они должны на дому заниматься. Да. Я так понимаю? Да, все правильно. Да. А вот теперь смотрите, как мы можем каждому передать? Ну, мы же не смотрите, я просто сейчас вам скажу, да, Жанибек Мырза, для чего мы сейчас с вами обсуждаем. Может быть, я что-то не так понимаю, или, может, вы этот проект свой увидите чуть-чуть с другой стороны. Ну, образно я говорю, да? Я понимаю, что это нужно, но вы должны понимать, если, допустим, мы сейчас говорим о том, что мы должны пациентам, перенесшим трансплантацию, адресно каждому просто подарить протез, ой, господи, простите меня, я инвентарь спортивный, я уже у нас протезы, чего только нет, уже заговариваюсь. Вот, допустим, спортивный инвентарь, это получается, он благополучатель, он дома занимается этим. Но тогда у нас будет, допустим, 2,5 миллиона пенсионеров, которые скажут: мы тоже дома сидим, мы в спортивные залы не ходим, и нам тоже надо, чтобы вы нам подарили, мы дома будем сидеть, заниматься. А у нас пенсионеров, я еще раз говорю, по статистике 2,5 миллиона.
У нас другие пациенты, которые, допустим, да, те же орфаны или еще другие, они скажут, ну, мы тоже хотели бы заниматься, потому что мы не можем посещать, у нас сложные заболевания, мы можем заразиться в общественных местах, купите нам. Как нам быть? Понимаете, вот эта часть, она, мы почему стараемся вопросы и проекты брать, которые системно решают, не точечно, не адресно, потому что всех пациентов, которые перенесли трансплантацию, сколько у нас в Казахстане? Около 2500. Вот, мы не можем сказать, вы знаете, вот Жанибек Мырза предложил проект, он охватил там образно там 100 человек, и мы только 100 человекам дадим, а 2500, вы знаете, вы не организовались, мы вам не дадим эти агрегаты, да, вот эти физические нужные. То есть мы должны понимать, если бы мы были частный фонд, как много других, где у них один учредитель, там, они сами определяют свою политику и так далее. Мы, так как фонд Казахстан халқына, либо мы должны помочь всем системной помощью этих пациентов, а точечно только, выборочно мы не можем этого делать. Почему я сейчас Сапура ханым сказала, что если есть вот с рассеянным склерозом, да, мы должны всю статистику понимать. Почему управление здравоохранения и Минздрав нам дает объем и потребность? Потому что там количество пациентов по всей стране, в разбивке по всем регионам, назначения у всех разные, в зависимости от заболевания, да, кому-то там, допустим, 1 таблетка, кому-то полтаблетки. Весь этот объем высчитывается, мы выходим на завод-производитель, и оно всеми обеспечивается. Либо мы просто этот препарат не берем. Почему? Потому что если нет возможности всех обеспечить, мы не берем. Мы не можем остальным сказать, а вы знаете, вот они молодцы, мы их обеспечили, а вы такие же, но мы вас не учли или мы вам не дадим. Поэтому я хотела с вами поговорить. Вот все-таки вы же уже человек, который знаете, это, что такое трансплантация, все сами прошли внутри, все эти последствия знаете, да, как нужно, допустим, теперь социализироваться, там, реабилитироваться и так далее. И у вас тем более есть как бы пациентская организация, и вы теперь бы как-то продумали бы, как можно сделать так, чтобы охватить, возможно, регионы, или если вы говорите пилот, то вы говорите для всех жителей Астаны, но как оно должно быть, что вы его и не выдаете на совсем, и в то же время, может быть, он пользуется и через какое-то время что-то обменивается, потому что это, наверное, не один только вид тренажера, это, наверное, какие-то разные должны быть периодически. Я не знаю, я просто не совсем это, ну, как бы понимаю, вы-то более в этом, так скажем, из нас двоих вы в этом профессионал. Вот. Поэтому я хотела, чтобы вы все-таки свой проект продумали системно, как можно решить системно. Возможно, даже на базе уже действующих институтов, которые существуют в системе уполномоченных органов в лице Министерства здравоохранения. Я сейчас вам объясню, как. Мы сейчас с Министерством труда и соцзащиты прорабатываем вопрос создания в регионах парков ТСР. Вы же знаете, технические средства реабилитации. Почему? Потому что со всего Казахстана к нам пришло 350 заявок, которые просили те или иные средства, те или иные виды технических средств реабилитации. Да, кому-то вертикализатор, кому-то еще что-то и еще что-то. Когда мы посмотрели статистику, то в Казахстане очень много, большое, к сожалению, огромное количество детей, не говоря уже о взрослых, просто о детях, да, которые нуждаются в этих средствах реабилитации. Но они-то очень дорогие. То есть вручить каждому, во-первых, финансово это невозможно. Во-вторых, даже если бы это было возможно, я хочу вам сказать, вот этот вертикализатор, ему нужно, во-первых, этому ребенку индивидуально подобрать под его рост, вес и так далее, возможности, да, эти физические. Во-вторых, научить родителя, чтобы он правильно его применял этому ребенку. В-третьих, он нужен ему, может быть, только на какой-то период жизни, да, там несколько месяцев, полгода, год, а потом ему нужен уже другой вид ТСР, потому что у него что-то улучшилось, что-то там
вставилось или что-то, наоборот, ухудшилось, понимаете? И куда он этот денег, допустим, агрегат, который мы купили ему там за несколько миллионов, он просто, получается, должен его, ну, на OLX максимум продать. Поэтому у нас OLX, если открыть, там куча всего продается. Потому что неправильно либо подобрали, неправильный системный подход. Поэтому Тамара Касымовна предложила так. На базе действующих реабилитационных центров при государственных органах, которые находятся в регионах, они сейчас формируют заявку. Это будет целый проект, программа, который будет охватывать все регионы, где будет создаваться парк ТСР, где будет сидеть мультидисциплинарный совет, где будут они реабилитировать, а потом подбирать вот этот ТСР, потом учить родителя, выдавать ему бесплатно, арендно и назад возвращать, допустим, ну, после того, как срок аренды заканчивается. И там они будут перепроверять, если дальше он нужен, они ему продлевают этот аренды безвозмездной. Если нет, то меняют на другой агрегат. И там же будет сервис, который будет вот этот ТСР там, ну, ремонтировать, что-то там подкрутить там и так далее. Да? То есть, понимаете, тогда мы говорим о том, что у всех детей с родителями будет возможность прийти в этот парк ТСР, получить нужный агрегат, попользоваться, сдать его, взять другой, попользоваться и так далее. Так, да, тогда мы охватываем всех. Потому что если бы это было просто 350 детей по Казахстану, возможно, мы им сделали бы. Но мы понимаем, что 350 детей – это только часть, которые подали нам заявки. То есть я почему сейчас вам вот этот пример говорю, я хочу, чтобы вы подумали, как профессионал. Возможно, допустим, это касается все-таки больше Министерства культуры и спорта, наверное, да, все-таки это ближе к спорту уже речь идет. Возможно, вы совместно с Министерством культуры и спорта нам дадите заявку вот в таком ключе, да, где, допустим, в каждом регионе все равно у них есть свои базовые спортивные, да, ДЮСШ, там еще что-то, еще что-то. Может быть, там организовать какой-то вот специальный, может быть, я не знаю, пункт выдачи или пункт каких-то там приемов, или там может быть что-то такое, да, где каждый желающийся, да, после трансплантации, да, как он уже будет готов к каким-то физическим моментам, может пойти, взять, пользоваться, вернуть, другой взять, я не знаю. Это просто, я вам говорю, как вот, знаете, ну, как вот да, мы реализовываем какие-то примеры, чтобы вы уже продумали и вот уже заявку свою сформировали так, потому что мы хотим помочь, но помощь должна выстроена быть системной, с максимальным охватом, быть доступной и полезной. Вот если так, то да. Да, я вас понял, это, ну, как бы это какие-то такие закономерные вопросы человека, ну, так скажем, мягко не погруженного в тему, да? Нет, я это понимал. Вы же видите, вы профессионал в той части, а я вам говорю о том, как у нас механизмы уже работают. И теперь я вам почему проговариваю, чтобы вы уже раз и продумали. Потому что, поэтому я, если можно, пару минут еще займу и объясню по пунктам, то, что вы сейчас сказали. Вот что касается там, ну, вы знаете, да, какая обстановка, и вы знаете, сколько людей к вам заявку подало по трансплантации за рубежом. Это люди, которые ждут трансплантацию, да. Мы знаем, какая ситуация, ну, с государственным отношением к этому делу. Трансплантации у нас очень сейчас мало проводится, поэтому одна из целей этого всего просто вот этим людям, которые ожидают трансплантацию, дожить до трансплантации в наших условиях, поскольку за рубежом мы их не отправляем. Это первое. Согласна, мы готовы помочь, но если мы вот с вами вот такой проект продумаем. Да, давайте, я готов, потому что, ну, конечно, тема новая, и она, конечно, непонятна сразу, с первого раза, я понимаю вас. Второе, по поводу охвата. Мы не говорим, что у нас есть закон об инвалидах, который гарантирует инвалидам первой и второй группы доступ к спортивным сооружениям под ведомственным там акиматом или Министерству культуры и спорта. Мы сейчас говорим о тех людях, которые живут в отдаленных районах и не имеют доступа к этим сооружениям спортивным. Тогда давайте мы нацелимся, проект сделаем на районы, областные районные центры. Да. Мы так и прописали проект. Да. То есть мы говорим, что часть работы – это просто отработать и выявить этих людей, понимаете? Это тоже большой труд совместно с местными исполнительными органами и с Министерством здравоохранения.
По поводу ТСР. Согласно ИПР, нам не предусмотрен ТСР вообще. Нет, я вам как пример сказала. Это я не говорю, что это вам относится. Я говорю как пример вот детям, там ДЦП и так далее, там много заболеваний, которым необходим этот ТСР. По поводу МКС, мы с ними вместе взаимодействуем в рамках исполнения. У них есть там паралимпийский спорт, олимпийский спорт и массовый спорт. Мы в массовом спорте, они нам помогают в силу своих возможностей, и они даже готовы нас поддержать в этом проекте. Классно. То есть они напишут о том, что это полезно, и какие-то кейсы мы можем уже показать. Я предлагаю просто вместе с ними эту заявку сделать и внести, чтобы мы могли системно его решить, понимаете? Да, потому что вот Минтруда, они вместе, допустим, с фондом Камкорлык нам подают заявку. Там Министерство образования, это совместно с фондом ФУРО, Фонд устойчивого развития развития образования, они подают. То есть я имею в виду с уполномоченным органом, тогда мы понимаем, что есть поддержка, и она системно будет охватывать и поддерживаться во всех точках. Я просто был на вашем заключительном зуме совещании, когда вы делали такой итоговый по всем предложениям, я был там, и вы говорили, что заявка будет... Да, осенью. Заявка будет отрабатываться в рамках меморандума с МКС, с МЗ, с Министерством труда. Я думаю, после заявки моей будет уже дальнейшая работа с уполномоченными органами, понимаете? Мы с уполномоченными органами будем после вас работать, потому что у нас будет подписано соглашение, у нас будет с ними обозначены зона ответственности и зона, там, каждый, кто что должен будет проделать, это будет. Но когда заявка, она подается совместно, я почему говорю, потому что тогда мы понимаем, что мы системно решаем. И знаете, самый момент такой, я который вам хотела проговорить, мы просто знаем, что по трансплантации у нас там более 3500 человек по Казахстану. К нам поступило, знаете, там я, наверное, не знаю, сейчас не буду врать, но заявок 300-400 точно. Объясню, мы даже пытались как-то этот вопрос продумать, может быть, и решить. Но вы же знаете, да, мы с вами понимаем, что, допустим, сейчас... Может быть, более-менее в этом направлении работает Белоруссия, но у белорусов есть свой закон, где, если, допустим, донор появился, то они сначала трансплантацию донорского органа делают своему гражданину, а если останется, то только иностранцу. И мы даже направив сейчас, вот все, кто в листе ожидания, они просто будут... там лежать и ожидать, и, возможно, даже просто не дожидаясь уходить, да. То есть смысла в этом нет. Это не вариант, далее мы подняли вопрос и у министра здравоохранения. Булат Бидахметович ходил, когда презентовал президенту, он и там озвучивал, о том, что закон о трупном донорстве нужно вносить изменения, и его нужно развивать, трупное донорство. Знаете, мы даже пошли дальше. Вот у нас есть проект, программа большая по пересадке глазной роговицы. Дело в том, что большое количество людей, которые сейчас ждут трансплантации, вот этой операции на глазную роговицу, да, по замене глазной роговицы. Экстренно это порядка там 307 человек, из них 100 это дети. И если им в ближайшее время роговицу пересадить, то они будут 100% видеть. Если им в ближайшее время роговицу глазную не пересадить, то они становятся слепыми на всю жизнь. Максимум будут получать пособие по инвалидности и все. Поэтому мы заключили договор с Глазным банком Америки. Мы заключили со Сфиндиарова, с медуниверситетом, да, потому что, база, чтобы была. Мы заключили все договора, уже соглашения с Министерством здравоохранения. Это очень долгий процесс, потому что с Америкой вот эти международные вещи и так далее. Вот. Мы глазную роговицу не покупаем у Глазного банка, но мы покупаем услугу по обработке и доставке к нам. И Асфендиаров будет делать эти операции по пересадке. В год мы планируем там в месяц по сколько? По 10, да? По 15 операций Асфендиарова будет делать. У них опыт в этом есть. Они делали это в частном порядке. А теперь мы хотим проплатить, чтобы бесплатно этим людям, которые экстренно стоят, 307 человек, чтобы им сделали пересадку этой глазной роговицы. Мы сейчас уже, куда и бирса, вот, начнем, уже готовимся. То есть мы в этом плане, то, что касается трансплантации, в меру своих возможностей двигаемся.
Но по вот этому проекту, который вы говорите, он очень хороший, но просто было бы здорово, если бы с МКС вы бы коллаборацию сделали бы и подали бы заявку. Если МКС готов вместе этот проект обсудить, давайте вы напишите сейчас в чат телефон, мы тогда с вами договоримся, выберем день и время и проведем отдельный Zoom, МКС, вы, мы, и обсудим детали, то есть как мы, это у нас как бы принимается заявка, и как мы ее дальше процедурно и по нашим утвержденным, да, этому регламенту проводим, концепция утвержденная, какая у нас, мы разъяснения дадим, и чтобы МКС уже в голове понимал, как нужно вместе с вами коллаборацию сделать и подать этот проект. Если хотите, давайте вот так. Нет, однозначно я хочу. Потому что, знаете, это один из способов все-таки привлечь к этой тематике внимание. У нас, знаете, основная эта проблема в том, что все есть для того, чтобы делать трансплантацию, а у нас отношение пока и государства, и населения к этому пока да, не мы пытаемся ясно. вот эту государственную машину расшевелить, поднимаем вопросы. У нас сейчас, как его, этот врач, Байгенжин, он же ну, как бы профессионал в этой трансплантологии, вот, он у нас сейчас в попечительском совете, тоже недавно вот буквально приходил в офис, мы обговаривали, он сказал, что мы потихоньку этот вопрос будем двигать. Тоже видите, здесь не только государство, да, ну, какие-то вещи не делает, само же общество не совсем готово, то есть с обществом самим нужно работать. Вот, поэтому здесь, да, здесь вот такая проблема идет больше глобально от общества, потому что общество не воспринимает, они считают, что там, если сейчас согласятся на трупное донорство, то все будут за ними гоняться, чтобы только их убить и их органы продать, да, ну, это же глупости. В целом, вот такие... Помимо вот этих как бы точечных уже касаемых каких-то людей, которые уже непосредственно столкнулись, мы готовы и какой-то проект закинуть глобальный по просветительской работе среди населения. Это вот основной рычаг, который бы воздействовал на население. И это может быть снятие полнометражного какого-то художественного фильма, который бы был, так сказать, привязан именно к нашим национальным традициям, к нашим обычаям национальным, который был перевернул бы сознание у населения. К сожалению, нет таких в мире. Есть много фильмов, которые просто на истории одного фильма перевернулась полностью, вся страна развернулась на 180. И еще какие-то, может быть, выездные мероприятия, привлечение каких-то медийных личностей, там, звезд. Вот что-то такое мы могли бы предложить вашему фонду как проект. Давайте продумаем, но мы все-таки должны понимать, что у нас средства только благотворительные. И у нас должен быть конечный благополучатель, четкий и понятный, потому что мы каждую свою копейку, каждый свой заключенный контракт, каждую свою программу и проект мы размещаем на сайте. Мы ежемесячно даем отчетность движения финансовых средств. Любой гражданин Казахстана может зайти на наш сайт и четко, ясно понимать, куда, кому ушли деньги, за что и кто получил это благо. То есть, чтобы завтра не было такое, что мы с вами полностью там взяли работу государственных органов или всего министерства и просто решили за счет благотворительных средств провернуть. То есть мы должны четко уметь разделять вот эту тонкую грань, где обязанность государства, а где мы как благотворительный фонд можем дополнить. Все, я понял вас, спасибо. Все, вам Рахмет. Да, Рахмет, что вы делаете большую работу. Ваш опыт и ваш вот этот, так скажем, жизненный момент, он очень важен для остальных. Я сама, времени очень мало, но я эту тему как бы сама переживаю, хотелось бы, чтобы она сдвинулась, поэтому я и целенаправленно искала и смотрела какие-то ролики, какие-то видео, и я поэтому вас, когда увидела, узнала. Да, и поэтому вы, знаете, вы многих стимулируете. Я вам могу только пожелать вперед. Ваш телефон Диас записал. Я Диаса попрошу, чтобы он обязательно закинул вам, это мой контакт. И вы, когда уже с МКС будете готовы совместно к Zoom, мы с вами заранее договоримся, просто плотный график, чтобы нормально, да, и по Zoom мы проговорим. Все, понял. Спасибо. Спасибо. Рахмет. Так, я вижу, что
есть красивая молодая девушка Русалина. Русалина Ханым, слушаю вас. Здравствуйте. Я менеджер проекта Conject App. Я кратко давайте вам расскажу про наш проект. Conject App – это социальный проект для развития казахской культуры и языка. Мы создали приложение, где хранится весь фольклор казахский, казахская музыка, поэзия, сказки, колыбельные и другие, связанные с казахским фольклором. Для этого, чтобы объединить все в я одном... извиняюсь, можно я сразу буду уточнять? Да, это да, у вас давайте. Получается культурный проект, правильно? Да, социально-культурный проект. Классно. Да, для того, чтобы все объединить в одном месте. Есть такая проблема, что весь фольклор либо исчезает, либо в неудобных, там, расположенных флешках, в дисках и так далее. То есть она то либо утеряна, то либо доступна, но надо много времени потратить на поиски. А он у нас в приложении, то есть он доступен для всех, это приложение бесплатное. Также у нас есть раздел обучения казахскому языку, в основном он для детей. На данный момент наш проект спонсируется лишь одним человеком, это нашим основателем. Кто у вас основатель? Айгери Мисатаева. Она хотела создать народное и полезное приложение, поэтому на данный момент спонсирует все она сама. Сейчас мы ищем поддержку. Молодец. Да, я с вами соглашусь, мне тоже очень сильно понравился ее проект. От меня привет передавайте. Хорошо. Сейчас мы ищем поддержку в лице государства, так как на поддержание проекта, как вы понимаете, нужны финансы, а от пользователей мы брать не хотим. То есть это у нас прям настоящий социальный проект, потому что у нас очень много разных социальных слоев. А вы можете нам ссылку дать? Я хочу посмотреть. Конечно, это может быть для меня большой минус, но, честно говоря, я не видела его. Может быть, в силу того, что я очень занята вот этими заявками и какими-то моментами, но я все-таки хотела бы просмотреть, чтобы понимать уже предметно, что это, как это. И потом я хотела узнать, хорошо, я понимаю, что это у вас приложение. Приложение у вас используется где? Везде, да? То есть смартфон, там разницы нет, да? Я так понимаю. Да. А на базе чего создано? На базе, как это вам написать? На базе чего? Основа. Хорошо, я поняла, это технические моменты. Давайте второй момент. Я хочу понимать, сколько у вас пользователей, сколько времени существует ваше приложение? Наше приложение было запущено в сентябре. Прошлого года? Нет, да, 2022. То есть прошел не такой уж большой промежуток, но за 3 месяца мы набрали больше 100 тысяч пользователей. Из них 8 тысяч у нас по сей день активно пользуются приложением. А также мы активно продвигаем в своих социальных сетях полностью казахскую традицию, казахскую, прям культуру, чтобы каждый человек знал и был с ним знаком. Сейчас у нас 140 тысяч пользователей в приложении, и с каждым разом мы масштабируемся, и как раз мы полностью средства, которые мы получаем от основателя, мы пытаемся развить приложение и в ширину, и в глубину, то есть полностью, чтобы она охватывала весь Казахстан, и чтобы он прям максимально развивал в детях, а также во взрослых любовь к национальности, к традициям, к нашей культуре. Я так понимаю, что это приложение у вас для любого возраста? Да, для любого. А сколько материалов вообще уже собрано в вашем приложении? На данный момент у нас из сказок 200 сказок, мы их также пополняем дальше. Среди них у нас даже есть сказки, переведенные на казахский язык, а так в целом у нас больше 3000 материалов полностью в приложении, но мы также пытаемся его дальше развивать, то есть дополнять и снабжать полностью. У вас на скольких языках приложение? На 2. Это как раз для тех, кто... на русский и казахский. Это для тех, кто, например, только-только знакомится с казахским языком и культурой, и либо для
тех, кто, например, есть вот у нас, как говорят, шалак казахтар, типа вот обрусевшие казахи, вот, для них тоже, чтобы для них это было, знаете, если они прям очень сильно напрягаются с сложными казахскими словами, то у нас как раз приложение интерфейс выходит на русском, хотя все содержание идет на казахском. То есть это прям под удобство каждого, так скажем, вида у нас людей и пользователей, которые у нас находятся. Также некоторые иногда бывает, что иностранцы у нас регистрируются. Конечно, их не так много, но мы тоже думаем о том, чтобы и за границей тоже узнавали о казахской культуре. То есть чтобы она полностью развивалась и прививала любовь к всему. Также, если лично со своего взгляда, если сказать, например, я лично в других национальностях, ну, в странах не замечала, чтобы у них были такие, так скажем, приложения, где вот прям открываешь, и ты полностью погружаешься в саму культуру. То есть она прям очень сильно развивает. Да. Я поняла. Я просто, знаете, хотела задать вам еще один вопрос. А вообще вы мониторили, у нас сколько в Казахстане аналогичных приложений существует? Или у вас единственное и больше нет? Можно на этот ответ ответить наш маркетолог? Конечно, это мне не принципиально, что только вы должны отвечать, те, кто есть, и может ответить, пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я слышу вас. Отлично. Меня зовут Айнура, я вот маркетолог проекта Конжигэп. Смотрите, на данный момент мы мониторим абсолютно все. Какие люди к нам заходят, какие приложения есть у нас в конкурентах, как мы можем улучшить приложение, аналитика приложения, кто пользуется, дети, взрослые, язык. У нас вся вот эта информация имеется. На самом деле сейчас вот этих вот приложений очень много. Но многие приложения, они просто умирали, потому что на самое финансирование проектов нужно очень много денег. И у нас просто основатель, она очень щедрый человек, поэтому мы сейчас живем буквально на этих ее личных финансированиях. Вот. А так проектов таких похожих, они пытались создаваться Абайдың қара сөздері бар қосымшалар, да, или там приложения со сказками, но они все там через полгода умирали. А у нас на самом деле проект ведется с января прошлого года, но запустился официально в августе с разработкой и так далее. Но сейчас даже при том, что мы запустились, у нас каждый день идет разработка, улучшение приложения именно по IT, чтобы он не тормозил, чтобы там все было обновлено, чтобы файлы пополнялись и так далее. А так, но на данный момент, наверное, мы все-таки уникальны, и больше такого в Казахстане нет. Хорошо. Я вижу, что вы влюблены в свой проект, и меня это радует. Скажите, а какой штат у вас команды, которая работает над этим? На данный момент у нас в штате около 7-8 человек. Это у нас 2 разработчика официальных, это у нас человек тимлид, который контролирует этих разработчиков, это у нас продукт-менеджер, который смотрит, чтобы вообще приложением могли пользоваться и так далее. Это наши дизайнеры, которые делают сам дизайн приложения, также наш сайт, также наш Инстаграм. И вот я маркетолог, и Русалина наш менеджер. Здорово. Вот. И еще хотела задать вопрос. А в чем в чем заключается ваше обращение к нам? То есть чем мы должны помочь? Сейчас. Давайте уже на этот вопрос я вам отвечу. Да, давайте. Я, когда зашла к вам на сайт, в официальный сайт-фонд Казахстан халқына, я видела то, что у вас очень много программ, есть тоже как бы идущие на образовательную типа сферу и также на культуру, типа для развития и образования и культуры, так скажем. Да, к сожалению, по культуре у нас меньше проектов, поэтому меня и заинтересовало то, что вы сказали, социально-культурный проект. Да, и мы хотели бы подать к вам заявку, но у нас появились там несколько вопросов, да, по заявке. Давайте обсудим. Да, давайте, вот как раз мы по этому поводу и обратились на Zoom, чтобы по всем пунктам пройтись и подать заявку. Пока мы дойдем, можно еще один вопрос? Давайте. Я хотела у вас спросить, а вообще вы с Министерством культуры этот проект обсуждали? Когда-нибудь вы к ним обращались по поддержке? Напрямую не обращались, то есть у нас даже выхода на них особо не было такого, чтобы мы смогли им презентовать наш проект. Хорошо, поняла. Тогда давайте вопросы. Да, давайте. Первое, там у вас проходили, вот, например, критерии оценки социальных программ.
реализуемых вашим фондом. И здесь меня интересовала, например, аргументированность, мотивированность социального программы несколькими фактами. Там можно привести там 2-3 факта или прям надо вот целый обширный список по 10 пунктам? Это на ваше усмотрение. На ваше усмотрение. Да? Мы не говорим 1, пишите 2 или 3. Но вы, как видите, понимаете, когда заходит к нам проект, мы его читаем от корки до корки. Мы начинаем в него погружаться, потому что в целом, чтобы двигать тот или иной вопрос, мы должны быть в нем сами погружены. А потом у нас, смотрите, регламент нам поступает, у нас есть центр анализа, который проанализирует, если у нас какие-то встречные вопросы есть, мы к вам выходим, вы нам его дополняете или разъясняете. Далее, после того, как правление принципиально понимает, что да, проект в принципе готов к обсуждению, у нас есть экспертный комитет. Экспертный комитет у нас, там у нас в составе буквально люди, которые не в штате у нас, это у них общественная нагрузка, они представляют то или иное НПО или являются экспертами той или иной отрасли, у нас 5 экспертных комитетов. Вот. И в один комитет, который вот именно по вашей теме, вас приглашают на определенный день, время на Zoom, вы подключаетесь и вы практически его защищаете, свой проект. Далее они вам задают вопросы, после чего вас отключают, и у них проходит голосование. После этого они нам протокол дают как рекомендацию. Да? Если они все проголосовали за, если они проголосовали против, то они обосновывают, почему. То есть бывает такое, что пишут проект неустойчивый. Фонд не может неустойчивые проекты там финансировать, потому что этот проект будет существовать ровно столько, сколько там фонд будет поддерживать. А как фонд перестанет поддерживать, так этот проект и затух. А благотворительные средства, понятно, тут у нас спрос другой, очень жесткий, да, так скажем. Есть еще такие моменты, допустим, да, когда они говорят, что те или иные нюансы, как эксперты, что может дополнить или, может быть, еще что-то там довключить там, и так далее. То есть это они все в протоколе нам отражают, и после чего мы правлением принимаем решение. Если мы принимаем положительное решение, то мы его дальше продвигаем на попечительский совет. Попечительский совет – это уже 15 человек, они все у нас на сайте есть. Вот, заранее с вами обговаривают дату и время. Но у нас каждый месяц 2 раза проходит заседание попечительского совета. Вот, вас подключают на Zoom, где также, допустим, Булат Бедахметович, как председатель правления, он дает вводные данные по этому проекту. Материалы за 5 рабочих дней уже у них будут получены ими. И в этот момент они переключаются на вас, то есть вы или там ваша команда, кто-то из представителей, может быть, я не знаю, будет буквально ну, как бы защищать свой проект, объяснять, разъяснять, отвечать на вопросы и так далее. И после того, как вы ответите на все вопросы, вопросов больше нет, попсовет принимает решение голосованием, и это решение у нас протокольно закрепляется, и мы озвучиваем итоги заседания попечительского совета. Вот, то есть сам регламент такой. По заявке там, в принципе, максимально все, что вы можете, конечно, пропишите, потому что обоснование должно быть хорошее, да? Тем более, если у вас есть определенная статистика, обратная связь, там еще какие-то там дополнительные нюансы, да, это очень важно, потому что мы должны понимать, кто же все-таки ваши пользователи, какой же возрастной контент и так далее. Вот, и теперь нужно понимать, это проект, где мы можем с вами партнериться. То есть мы не финансируем стартап-проекты, мы в основном участвуем в проектах, которые уже реализовываются, дают какой-то социальный там эффект, хороший, там, положительный, решаются какие-то социальные вопросы или так далее. И нужно понимать, что мы раз партнеры, значит, там должно быть четко и понятно определены вклады сторон как партнеров. Что вкладывает в этот проект фонд Казахстан Халкына, что вкладывает ваша организация в этот проект, зоны ответственности и так далее.
То есть это не так, что там дайте нам деньги, и мы как снабженческая организация там кого-то снабдили, и все, нет. То есть это целый проект или там большая программа, которая подразумевает партнерство. Партнерство подразумевает вклады сторон, ответственность сторон, исполнение, реализация, мониторинг, да, конечный какой-то KPI и так далее, и так далее. То есть, поэтому мы постарались заявку сильно не усложнять, но в то же время без того, что мы там прописали, сам проект понять невозможно. Да, мы понимаем. И у меня еще был вопрос по подаче заявки. Она же в любое время же, да? У вас нет же определенного там Нет, срока? у нас в любое время. Ваша заявка, как только сформирована, она подается. Она уже у нас в документологии везде фиксируется, дата, время поступления. У нас по внутреннему регламенту начинается уже движение. Некоторые говорят, вот, допустим, там мы 2 недели назад отправили заявку, что-то у нас ответа не было. Мы говорим, слушайте, ну, вы же хотите, чтобы фонд казахстанского окна рассмотрел финансирование проекта и партнерство. Партнерство не решается за 2 дня и даже за 2 недели. Когда речь идет о деньгах и совместной реализации того или иного проекта, да, то здесь идет уже изучение внутри всего проекта, изучение рынка, изучение каких-то статистических, экономических данных, да, и так далее по нашей стране. И помимо того, что вы нам написали, понятно, что мы будем это все собирать, сопоставлять, запросы делать, да, как говорится, искать нужную информацию, готовить, анализировать и уже принимать обдуманное решение. Мы поняли, приняли, и также у нас были другие тоже вопросы. Например, вот вы сказали, мы должны еще типа там обсудить, какой вклад будет не только с нашей стороны, но и с вашей стороны от фонда. Мы можем ли это еще тоже о проекте, где у вас в заявке написано, тоже это как отдельный пункт прописать? И если у нас, например, мы поймем полностью концепцию, как мы можем иметь между собой, чтобы и вам была польза, и нам была польза, чтобы это не так, что, как вы сказали, снабжение стартапа просто и все. Да. Возможно? И да, и еще нужно понимать, что это благотворительный проект. Он не подразумевает никакую прибыль. Мы понимаем, что все, что мы вкладываем, и конечный благополучатель, это, да, пользователи, там, дети или взрослые, там, и так далее, и так далее. То есть, что этот проект дает, какой он будет эффект давать, продвижение нашей культуры, там, да, каких-то духовных ценностей, там, языка, там, и так далее. Вот. И вклады сторон, если даже это идет в виде каких-то услуг, любая услуга, она имеет свою калькуляцию, понимаете? Да, если мы говорим, что там один человек работает над тем-то, то есть такое понимание, как человека-час, который имеет свою стоимость. То есть мы должны понимать не только вклады сторон в текстовом варианте, да, чтобы это было и финансово понятно. Вот. И обоснование. Обоснование должно быть очень серьезное, очень продуманное, потому что это обоснование, это и будет основным важным критерием, который мы будем дальше обсуждать, надобности данного участия в данном проекте. Мы не говорим, что ваш проект не нужен, но мы просто должны четко иметь понимание о том, что реально благотворительные средства в этом должны участвовать, да, и о том, что реально этот проект нужно масштабировать. И мы как большой партнер должны к этому подключиться. То есть вот многие просто говорят, вот мы подаем заявку, а зачем вы то пишете, а зачем вы это спрашиваете? Ну, слушайте, когда речь идет о финансах и когда речь идет о том, что есть конечный благополучатель, мы тоже должны понимать, насколько этому благополучателю это необходимо. Вот. Поэтому вот такая вот большая работа делается, и это не одного дня работа, но наша команда старается максимально погружаться и старается вникнуть в эту тему и так далее. Вот вы сказали по поводу того, что типа там не только оно типа как выгоды между двух сторон, но и финансово, типа все это было прописано в виде бюджета. Это имеется в виду, как у вас в заявке написано, комментарий, да, вот там бюджет мы пишем, и комментарий конкретно для чего, обосновать, почему и так далее, верно? Да, абсолютно верно.
И у нас было так, типа, тоже вопрос, в бланке было написано запрашиваемая сумма, имеющая сумма и полная стоимость проекта. Полная стоимость проекта, конечно, мне понятна полностью, запрашиваемая сумма, это которую мы у вас просим, полностью просчитав смету, а имеющаяся сумма, это имеется в виду, которую мы сейчас на данном этапе сейчас имеем, да, для своего проекта? Ну, образно, допустим, реализовать, вот, допустим, мой проект стоит 5 миллионов тенге, да, а я, допустим, говорю о том, что у меня есть 2 миллиона тенге. Я не говорю, что они у меня есть вот наличкой, и они на счету лежат. Нет, возможно, у меня есть команда, административные расходы, которые, да, в целом на реализацию проекта высчитываются как 2 миллиона, ну, себестоимость. И я говорю о том, что мне необходимо 3 миллиона. Для чего? Для того, чтобы то-то, то-то, то-то. Но вы должны понимать, мы финансовые средства самому фонду, партнеру, заявителю не выделяем. Мы его вкладываем в сам проект. То есть это не так, что там дайте нам денег, нам нужны административные расходы, заработная плата, аренда офиса, оргтехника или там, допустим, да, там, я не знаю, ГСМ или еще что-нибудь. У нас просто очень много пишут такие вещи. Но мы должны понимать, что любой проект, если начинается, или любая организация, если регистрируется, да, то это уже взвешенное, обдуманное решение, и они на этот шаг идут, потому что они все просчитали и продумали. Вот. Мы ничьи административные расходы не покрываем вообще. То есть весь наш вклад, он идет прямой только вот в сам проект. Мы это приняли. Просто как раз вот эти моменты, они в заявке как-то, ну, не особо были понятно прописаны, то есть там написано, то есть некоторые из статей приведены ниже, могут не войти в бюджет, так как, а также могут быть добавлены новые, да, типа пункты, и мы конкретно не могли понять, какие это. Ну, смотрите, ниже приведенные. допустим, я вам сейчас объясню на одном примере. Мы с фондом Кампурлык организовываем в регионах центры для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Потому что, к большому сожалению, статистика растет, и у нас очень много заявок и обращений от родителей этих детей, потому что реабилитация у нас в Казахстане не развита в этом направлении. Есть только в Алматы и в Астане, но она еще и не дешевая, и не каждый родитель может это в бюджет, ну, как бы в бюджете в своем дома иметь эту стоимость. Вот, поэтому мы решили так, что мы должны к этому подключиться. Местный исполнительный орган в лице акиматов, они, допустим, покупают или там имеющие свое здание не менее столько-то тысяч квадратов, они готовят именно под этот центр. Местный исполнительный орган в лице акимата также делает ремонт по эскизному проекту, который мы даем. Мы закупаем оборудование в этот центр, полностью оснащаем его, а сам фонд Кампурлык, он обучает весь персонал, как работать с этими детьми, потому что обучение там, персонала работы с детьми с аутизмом – это очень недешевое удовольствие. То есть здесь каждый партнер имеет свой конкретный вклад в реализацию данного проекта. Вот, поэтому я и говорю о том, что вы должны понимать, что вкладывать должен фонд, какой вклад ваш, какой это дает эффект развития, какие эти вопросы решает там, и так далее. Хорошо. И у вас там на сайте было сказано, то, что вот, например, мы подаем заявку, конечно, если фондом он не будет рассматриваться, то есть нам отклонят, но мы как бы остаемся в базе, и вдруг, если другие там НПО, либо какие-то организации благотворительные нас увидят, то они могут как бы связаться с нами, и это же так же, да, верно? Да, это верно. И это верно, также... потом, знаете, я вам хочу сказать, вообще у нас есть сейчас партнер потенциальный, вот, они внесли проект, ну, сейчас они его чуть-чуть дорабатывают, да, мы будем развивать, ну, во всяком случае, мы так планируем, понятно, что это еще этапы будут проходить, понятно, что конечное все равно будет решение приниматься попечительским советом, но есть очень проект, который мне очень нравится, это развитие сельских библиотек как комьюнити-центров. Вы знаете, вот я сейчас с вами разговариваю, понимаю,
что одним из каких-то вот таких дополняющих элементов по содержанию вполне мог бы быть и ваш проект. Почему? Потому что вот население везде есть интернет, не у всех есть возможность вот этих смартфонов и так далее. Но если эта старая библиотека на селе превращается в комьюнити-центр, как, допустим, вот эти крутые есть библиотеки в Алматы, где люди могут собираться по интересам, где люди могут, там оргтехника стоит, они могут заходить на различные там сайты, да, и так далее, потому что там будет хороший интернет, там, где будет обстановка такая красивая, интересная, хороший библиотечный фонд, так, запах кофе, да, или чая, даже с теми же булочками, почему бы и нет. Ну, то есть есть варианты, поэтому вы пока свой проект формируете, вы его пишите, очень так обдуманно, содержательно просмотрите, потому что мы всегда можем посмотреть, что если будут какие-то проекты, и если, допустим, ваш проект даже не в отдельной структуре, то мы можем как-то продумать, как его в большой проект встраивать. То есть вариантов много, но самое главное, чтобы мы действительно понимали, что вы сильный партнер. Почему? Потому что мы стараемся реализовывать проекты по всей стране. Особенно мы большое внимание уделяем 17 областям, а именно районам, сельским округам, маленьким селам. Почему? Потому что в городах все равно более-менее жизнь кипит, и города, они сами по себе движутся. Но мы должны не забывать, что жизнь сегодня и сейчас, и те, кто у нас проживает именно на селе, он должен не отстать от этой жизни, а он должен понимать, что для него это тоже доступно. Вот. Поэтому вот у нас такие акценты. И, не знаю, не смотрела еще ваше приложение, но мне нравится всегда все, что касается культуры, традиций, языка и наших ценностей. Это очень важно. И я хочу спросить, вот вы сказали отправить вам ссылку на приложение, как я могу ее вам, и куда могу я вам ее отправить? А вы в чат закинули? Да, да, в чат, и телефон, ссылку. Да, и телефон обязательно напишите. Диас это все хорошо. фиксирует, и в нужный момент я всегда у Диаса все спрашиваю. Все хорошо. Он более собранный, у меня миллион информации, я могу где-то затерять. Все хорошо. И у меня еще был такой конкретный вопрос. То есть мы проходились по процедуре отбора, тоже просмотрели, и там было написано то, что вот проект ниже 9 пунктов, и у нас вопрос, что за 9 пунктов, чтобы мы с ними ознакомились и поняли, где нам на них смотреть. А у нас где ссылка есть по этим пунктам? Сейчас, смотрите, сделаем так. Сейчас Диас записал ваш телефон. Он сейчас, у нас же сайт просто большой, я сейчас уже в разделе не помню в каком, сейчас он найдет вам ссылку. И в правилах, да, и потом он уже вам скинет ссылку именно на этот документ. Хорошо? Все хорошо. Спасибо и также... все, я сейчас вам тогда информацию сейчас отправлю в чат, хорошо? Которую мы только что... Все хорошо, спасибо. Спасибо большое, была рада знакомству, и вы такие молодцы. Классный проект двигаете, это очень важно. В мире, в жизни, вернее, да, ничто не важно. Важно только вот действительно вот важные ценности. Как для нации, как для страны в целом, как для народа. Это то, что мы должны не упустить, это же наши корни, по сути. Поэтому да, я с вами спасибо. Согласна. Спасибо вам. И вам спасибо большое. Хорошо. Так, құрметті әріптестер, бүгін енді ақылдасып, сөйлесіп, сұрақтарымызды қойып шықтық. Енді сіздерге жауап беруге тырыстым. Бір жақтар түсінбеушіліктер болып жатса, біз ары қаратай әлі қоштаспаймыз. Ақылдасып отырамыз. Жұмыс деген әлі көп, барлығы алдыда. Если вопросов больше нет, то я предлагаю завершить. Если есть, то задайте. У нас же общение в целом. У меня вопрос можно? Да, конечно, Сапурахан. Это Сапура. Да, мы Лизат, приятно. Мы на этой передаче сидим и смотрим, как общение с вами очень приятное.
Мы вот никак Рахмет. не можем понять, у нас постоянно отключается интернет. Я уже и вам отправила информацию, и Диасу, и вот я хочу узнать, дошла или не дошла информация. Диас, дошла информация Сапура Ханымнан? И вам я отправила. Мы ее телефон все взяли, Всё. но почту сейчас... Почту Куда мы нам сейчас... отправить письма? Вы электронный адрес направили, да, Сапура Ханым? Сапура Ханым. Мы ее электронный адрес, все контакты взяли. Угу. И вы электронный наш адрес дали? Да. Все. Да, у меня вот проблемы с интернетом. Да, она это зависает и пропадает, видимо, связь плохая. О, да? Аллилуйя. Только приехали. Ахмед. Сапура Ханым, мы вас не слышим. На всякий случай, вдруг вы меня слышите, вам то, что Диас дал электронный адрес, если вы туда уже письма направили, эти письма сейчас менеджер... все, выбило, да? Ага. Жанибек Мурза, сіз бірдеңке сұрайын дедіңіз бе? Нет, у меня нет вопросов. Хотел это сказать. Все. Спасибо вам большое. Рада была с вами познакомиться. Я Спасибо. думаю, что да, работа еще предстоит впереди. Будем